Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится с рабочим визитом в Москве. Традиционно глава государства провел свою первую официальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе встречи президенты обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в различных сферах и развития евразийской интеграции. Киргизия наш надежный партнер, с которыми у нас складываются стратегические действительно отношения. После вступления в Евразийский экономический союз на возможности для сотрудничества увеличиваются. Надеюсь, что это будет отражаться и не только на показателях, но и на реальной жизни, на развитии наших экономик, социальной сферы. Спасибо, Алмаз. Я тоже очень рад вас видеть членов российской делегации. И, конечно, я рад возможности еще раз обсудить все вопросы актуальные, которые есть между нашими странами, потому что наши страны не только крупные у нас между странами экономический оборот и так далее. Мы в первую очередь стратегические партнеры. И я надеюсь, что это всегда и будет в будущем. Это главное для нас. Также президент Атамбаев по инициативе информагентства «Интерфакс» провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы журналистов. В целом, сотрудничество между странами в последние годы заметно усилилось. Отношения с Москвой традиционно были приоритетными для республики. Взаимоотношения сторон закреплены десятками договоров и соглашений. Объем торговли между государствами в прошлом году достиг 878 миллионов долларов. Россия занимает первое место среди торговых партнеров республики и входит в тройку стран, крупнейших инвесторов Кыргызстана. Если при прежних руководителях было очень много подписано документов, которые, как правило, не работали двухсторонне, особенно в экономической сфере, то при Атамбаеве изменился характер работы, он стал более реальным. Полгода Кыргызстан полноправный член ЕАЭС. И именно Россия предприняла все попытки для того, чтобы сгладить возможные критические последствия для республики от вступления в Союз. Для Кыргызстана все деньги, которые были прощены со стороны России, а это были гигантские суммы, это очень и очень хорошо. И эти деньги, которые дают сегодня нам на развитие, почти даром, потому что там процентная ставка, которую выделили на 25 лет под 1%, это практически даром. Вот, это очень ощутимая помощь. Для адаптации экономики республики к реалиям экономического союза был создан Российско-Кыргызский фонд развития. После неоднократной критики в адрес организации правление фонда на порядок смягчило условия кредитования. В частности, увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет. Снижена минимальная сумма проекта для прямого финансирования с 3 до 1,5 миллионов долларов. Снижена доля собственного вклада с 20 до 15%. А также туризм включен в перечень важнейших направлений кредитной политики фонда. Через коммерческие банки на сегодняшний день нами уже профинансирована сумма в 1 миллиард 550 миллионов сомов. Эти деньги они направлены на финансирование малого и среднего бизнеса. Что касается прямого финансирования, на сегодняшний день фондом уже профинансирован один проект, который мы утвердили в прошлом году в декабре в области сельского хозяйства. И на сегодняшний день у нас уже утверждены 4 проекта в общей сумме до 40 миллионов долларов США. Выгода от сближения Москвы и Бишкека первыми почувствовали трудовые мигранты. По официальным данным, их в России порядка 600 тысяч человек. Сегодня они практически уравнялись в правах с гражданами Российской Федерации, за исключением права избирать и быть избранными. Сотрудничество идет и в сфере образования. В прошлом году Российской Федерацией было выделено 465 бюджетных мест в вузах для обучения кыргызстанцев. Положительная в целом картина от вступления в ЕАЭС оказалась смазанной из-за отрицательного влияния кризиса, падения цен на нефть и антироссийских санкций. В итоге Россия не смогла профинансировать строительство ГЭС, а Кыргызстан вынужден денонсировать соглашение. Однако, по словам экспертов, такой поворот событий не должен негативно отразиться на двусторонних отношениях.
Я думаю, что это никак не отразится на те отношения, которые у нас сегодня теплые сложились с Российской Федерацией. Абсолютно никоим образом это не повлияет ни в нашей стороне, ни в российской стороне. А более того, я считаю, что по этому проекту можно будет найти достаточно просто инвесторов, и я смотрю в сторону Китая. В немалой степени экономическая помощь Москвы Бишкеку обусловлена и геополитическим фактором. С 1993 года в военных учебных заведениях России осуществляется обучение кыргызских военнослужащих. В 2003 году в Канте размещена база ОДКБ, а в 2012 создана Объединенная российская военная база. Проводятся совместные учения. Россия уже безвозмездно предоставила Кыргызстану более 1000 тонн тяжелого вооружения и техники в рамках обещанной военной помощи в объеме 1 миллиард 100 миллионов долларов. Военно-техническое сотрудничество, она дает потенциал современного вооружения, боеприпасов, методики обучения, ну и выполнение боевых задач по охране государственной границы, общественного порядка у нас в городах и населенных пунктах. В случае вторжения каких-то бандформирований, повстанческих движений, то это оружие нам дает возможность защищаться и бороться. Отношения между странами сегодня имеют союзнический и партнерский характер. И что очень важно, в погоне за расположением Москвы, Бишкек не приносит в жертву свои национальные интересы. Отношения сегодня выстраиваются именно в таком прагматическом плане. И что очень важно, что Атамбаев сразу сделал акцент на том, что Кыргызстан готов дружить с Россией на условиях соблюдения национальных интересов. И поэтому вот в этом русле, скажем так, достаточно конструктивно развивается работа. Развитие государства во многом зависит от отношений с соседями. Сегодня Россия выступает не только как стратегический партнер, но и как надежный союзник. Для дальнейшего сотрудничества у двух стран перспективное будущее.